Вызвать мототакси Асель решила по совету подруги. Планировала давно, выбирала день заранее, но решилась только сегодня. В городе пробки, а в университете экзамены. Короткий инструктаж и в путь. Для новичков он длиннее. В первый раз везут особенно осторожно. Я первый раз ездила на мотоцикле. Водитель все время спрашивал, не страшно ли мне. Я отвечала, что нет. Он был очень аккуратен. Прибыльным мотобизнес назвать трудно. Бывает, в день служба не получает ни одного вызова, а бывает, заказывают сразу несколько байков. Девушка попросила, да, чтобы мы подъехали в 3 мотоцикла к универу, привезли ее на учебу. Электротехник Женя таксует между своими обычными заказами. Драйва, которого не хватает в ремонте техники, инженер ищет здесь. Таксовать на собственных мотоциклах решились и несколько офисных работников. Мы боремся, чтобы сломать этот стереотип, созданный западной киноиндустрией, когда байкеры там пьяные, волосатые, бандиты в основном, да, а мы здесь байкеры в основном все практически экономисты, юристы, фотографы, продавцы, там СТОшники, обычные люди просто вечером садятся за мотоциклы. Клиентов, кстати, мототаксисты тоже не всяких берут. 2 главных критерия – дресс-код и вес. Людей выше 75 килограмм тоже не берем, потому что специфика техники не позволяет, нельзя брать больше. Все, в остальном человек должен быть здоровым и без длинных шарфов, без таких платьев длинных, потому что есть цепь, она колесо может закрутить. То есть мы сразу оговариваем условия. Быстрое такси в Бишкеке уже оценили. Его все чаще заказывают не только для того, чтобы прокатиться с ветерком или эффектно куда-то подъехать. На мотоцикле можно объехать любые пробки, либо по другим улицам, где меньше машин, либо прямо между машин, да? Потому что компактный, быстрый. Проект авторы пока называют пилотным. Если он начнет приносить реальные доходы, бизнес владельцы планируют расширить. Джибек Бегалиева, Азат Интумаков. Настоящее время. Бишкек, Кыргызстан.